Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире очередной выпуск «Битого часа». Сегодняшний наш гость, он один из, наверное, самых старейших наших гостей в нашем проекте, но вечно молодой. Это Алхаз Хагушев, это общественный деятель, был депутатом парламента. Очень хороший человек, я надеюсь, мой друг, можно смело называть. Добрый день. Приветствую. Алхаз, тебя давно не было, у нас много событий произошло за это время. Вообще, если говорить о начале года, то есть за 2 месяца уже столько всего произошло, и, к сожалению, больше негативного. Это очень много в общественной сфере, дебатов, дискуссий, обвинений друг друга в парламенте. Вот сгорела наша галерея, к сожалению, художественная. То есть как-то высокосный год начался, ну, так как и, наверное, и должен начинаться так по народному поверью. Ну, ты как видишь ситуацию вообще? Это вообще признаки какого-то системного кризиса или это вот такие позывы предвыборного года? Как ты видишь ситуацию? Ну, высокосный год нужно пережить, конечно. Каждые 4 года? Да, каждые 4 года. Никуда от этого не деться. Вот. Но не первый год мы уже наблюдаем все эти тенденции. И то, что случилось, вот ты вспомнил про галерею, это, конечно, большая боль наша. Трагедия, по сути, да, национальная. Да, это трагедия. Но это же рукотворная трагедия. Это же не молния ударила, понимаешь, и не вдруг случайно. И, к сожалению, логика вещей привела к этому. Это как раз лучшая иллюстрация того, вот на твой вопрос, системный характер носит этот кризис или нет. Конечно, системный, я бы сказал, хронический характер. Вот. Мы уже давно понимаем, что есть эта болезнь, да, что нужно что-то предпринимать, но делаем вид, что все хорошо, все нормально. И именно такой подход, вот он привел к этой трагедии, к тому, что вот мы потеряли столько всего в этой национальной галерее, хотя столько лет разные люди говорили, обсуждали и так далее, но у наших властей... Загоралось 2 раза до этого. Загоралось, ну да, там перечислять все эти тревожные как бы звоночки, времени не хватит, наверное, у нас вспоминать все это. Помню, как Адгур Дзари, наш близкий друг, да, будучи председателем Союза художников, вот он носился с этой идеей, что нужно построить, нужно тоже сделать. И до него это люди делали, и после делали, и у нашего государства, у наших властей в разное время разных не нашлось ни времени, ни желания заняться этим. Были более важные дела, так скажем. Нужно было придумать что-то, чтобы, значит, обеспечить прежде всего себя, родных. Вот. Ну, если так посмотреть, я думаю, сколько нужно было вычесть из этой истории, да, джипов. Чтобы этого не случилось. Да, чтобы закрыть эту тему. Да. Это же вдвойне больно, когда вот такие нехитрые подсчеты мы сделаем, то мы понимаем, что, что такое джипы эти, и что такое наше вот это национальное достояние, которое было в галерее. Вот, одни картины, там, эскизы и так далее. Шервашидзе, Чачба чего стоит? Ну, там есть вещи, которые невосполнимые. При всем желании они просто невосполнимые, к сожалению. Но у нас и в политике происходят какие-то вот такие симптоматичные вещи, какие-то вот такие знаки, сигналы. И мы как-то опять хотим их проигнорировать и опять дождаться чего-то плохого. Или мне так кажется? Нет, мы именно так себя и ведем. А где самые болевые вот точки сегодня ты видишь во всей этой ситуации? Общественно-политической, я имею в виду, сфере. Ну, мне кажется, что вот проблема для меня, как гражданина Абхазии, это то, что мы постоянно обсуждаем какую-то непонятную мне повестку.
Ну, то есть у страны же должна быть какая-то актуальная повестка. У любой страны есть какая-то повестка. Сюжет существования, как Искандер говорил. Да. И так получается, что мы уходим в какие-то параллельные миры, которые к нашей реальности никакого отношения не имеют. Вот. И всей страной обсуждаем, кто-то за, кто-то против, каких-то вопросов, которые я вообще не понимаю, зачем нам это нужно и как это обеспечит наше будущее, да, наше развитие. Ты имеешь в виду, наверное, и вот это предполагаемое обсуждение закона об инагентах, там был еще какая-то идея была с вводом Росгвардии, то есть какие-то постоянно какие-то иногда они реальные для меня вещи вдруг начинаются актуальными становиться, которые, правда, они не актуальны, я думаю, в данной ситуации нашей. Ну, там можно вспомнить и вопрос апартаментов, например, да. И проблему, скажем, глобальную для нас вот, в энергетике. Ну, вот мы каждый раз, я там иной раз не сплю, и вот выхожу на улицу, там, скажем, на террасу к себе, когда выключают свет ночью. Вот сейчас там с 2 до 4, по-моему. Днем, с да. 4 до 6, да. Ночью, да, с 4 до 6. И вот полная темень. И вот это вот... 21 век. Да, 21 Одна век, из крупнейших электростанций Европы под боком. И у нас темень. И это к вопросу о том, кто управлял и управляет на сегодня вот этой энергетической отраслью. Если говорить о таких фундаментальных вещах, этой сферой управляют все эти годы государство наше. Госкомпания, и там она подвязана под Кабмин, кто там, Минэк же курирует, по-моему, эту отрасль, хотя нет, по-моему, сейчас новое какое-то министерство создали, но не суть. Да. Чиновники, да, управляют этой сферой. И полнейший коллапс. И для меня, например, как бы очевидно, что мы должны подумать вообще, хорошо ли это, что в нашей жизни так много государства. Не то, что называют государством, от имени государства, которое выступает. Но это госаппарат. Да. Как ты его ни назови, да. Вот у нас есть такой госаппарат. Мы все эти годы наращиваем, увеличиваем, все больше денег уходит на содержание вот этой государственной машины. Но мы непосредственно живем в этом смысле. Мы давно живем непосредством. Хотя когда-то жили посредством. Я помню, даже ты предлагал как-то законодательно ограничить в бюджет иностранной помощи больше 50%, ты, по-моему, говорил. Чтобы контрольный пакет был доходов за нами стоял. Если бы это, не дай бог, я в кавычках говорю, случилось бы, сейчас бы мы были бы полными банкротами. Но мы можем быть завтра банкротами, потому что эта помощь потихоньку, согласно договоренностям, будет уменьшаться. Это очевидно, что вас не могут вечно содержать. То есть люди, которые там присылают сюда деньги, они тоже, наверное, имеют какую-то надежду, что встанете на ноги, будете... Логика такая была вначале. Мое предложение заключалось в том, чтобы не брать деньги, постараться не брать деньги на зарплаты, на содержание госаппарата и так далее, там силовиков, постараться самим зарабатывать на это. То есть брать деньги, например, на какие-нибудь инфраструктурные объекты, да. Инвестиционные, развитие. Инвестиционные, это вполне нормально, да. С какой-то будущей отдачей, хочется надеяться, хотя у нас смотришь на то, что происходит, да, все эти мегапроекты, они как-то, мягко скажу, неэффективно управляются. Да и вообще, если брать мировой опыт, мы же не одни такие. Государство как собственник, государство, которое чем-то управляет, оно нигде в мире не считается эффективным собственником. Есть какие-то области стратегические, там, где какое-то участие государства. Да. Именно определяется, что это неизбежное зло, оно должно быть здесь. Да? Неэффективно, но мы определяем, что
ту или иную сферу там, экономики, да, мы отдаем под управление государством, имея в виду, что это вот имеет некий такой стратегический характер. Но у нас слишком много этого. Стратегических. Ну, у нас все, я в кавычках стратегических. Да. А вот то, что действительно стратегическое, мы теперь решили вот продавать. Это тоже такая перевернутая реальность. То есть энергетику мы, ну, имея в виду то, что предлагает нынешний президент и нынешняя команда, нам нужно как бы этот актив стратегический, действительно стратегический, я думаю, что никто не будет спорить с тем, какую роль играет энергетическая отрасль в любой стране. Ну, банально говоря, это кровь в организме. Да. Без нее не живет организм. Ну, без нее мы просто вернемся в пещеры, к состоянию пещерных людей. Вот. Что нас ждет, если не будет работать энергетическая отрасль. Ни больше, ни меньше. И при всем при этом все остальные сферы, да, вот я смотрю, у нас был, например, вот пример, скажем, единого расчетного центра в городе Сухум, да, и где он сейчас. То есть это то, что я считаю за этим будущее вообще. Прекрасный проект, когда государство отдает что-то на аутсорс. Легко контролируется. Доход очевиден, да, завтра ты очевидна. объявляешь конкурс, и если тебя не устраивает эта компания, там, которая этим занимается, приходит другая компания. И так ведь можно устроить многие сферы. Например, там вопрос техосмотра там, автотранспорта. Почему не отдать это на аутсорс там, каким-нибудь компаниям, которые с удовольствием, я думаю, поучаствуют и будут это делать намного более эффективно. Все это будет на порядок менее коррумпировано. Да? Ну, дорожная инфраструктура. Дорожная. Да. А вообще, если говорить о роли государства как регулятора, это же город скоро встанет, и не только Сухум, и Гагра, и Пицунда, все встанет летом, потому что машин стало невероятно много. Я не знаю, это налогами можно регулировать, эти же налоги пускать на дороги. Ну как-то это же уже придумано давно где-то. Ну, это отдельная тема. И, кстати говоря, как-нибудь, если найдете возможность, мы могли бы тоже на эту тему пообщаться. Я готов сразу дать обещание, буквально через месяц встретиться и поговорить на это. Да, нас ждет транспортный коллапс. Это еще один вопрос, который можно сравнить вот с тем, что мы делали с энергетикой. То есть, понимая, что мощностей не хватает, понимая, что у нас есть хронический недостаток вот этой энергии, мы запустили нашу страну в полный рост майнинга. Вот наш ответ был. И пока мы не уперлись в эту стену, хотя было очевидно, что мы в нее упремся, да, никакие действия ни прошлая, ни нынешняя власть не предпринимали. Когда сегодня вдруг возник вопрос этого миллиардного долга, да, который вдруг нам пришлось искать, выяснилось, что никакой борьбы как таковой с этим майнингом и не было. Она выборочная такая, и больше для картинки телевизора. Да, это к вопросу об эффективности государства как собственника, государства как регулятора, да, которое следит за тем, чтобы все играли по правилам, что правила должны быть адекватными, они должны быть разумными. И то же самое у нас будет происходить с транспортом в ближайшее время. С экологией будет происходить. Сейчас экологией, вот птицы никак не можем в 2 недели уже выяснить, да, что ответ случилось. какой нам говорят наши экологи, которые тоже чиновники, кстати говоря. Они говорят, что все нормально, что это как бы происходит везде. Саморегуляция популяции. Да. Ну, я не знаю, может быть, так оно и есть, а может и нет. Хотелось бы более обстоятельный ответ получить, тем более, что, давайте вспомним о пальмах, которые тоже у нас здесь такая проблема была обозначена, и если бы не вот такая общественная инициатива, тогда вот Тенгу Тарпа занялся, там другие ребята. Огневка, Самшит, там,
Ну да, вот это все как бы показывает нам то, вот, что неадекватный ответ. Мы видим, как тлеет, ждем, пока загорится, потом пытаемся тушить, что возможно спасти. Вот ты вспомнил единый расчетный центр, но есть еще и другие инициативы, которые также начинались, но не своего логического конца не дошли. Я имею в виду Конституционную комиссию, которую очередной президент в очередной раз создал, придя к власти, по конституционным реформам. Что там у вас? Вы работаете, закончили работу, результат какой-то, реакция на вас. Что там происходит? Ну там что, комиссия как бы закончила свою работу и встретилась с президентом, отдала, значит, вот этот свой пакет, документ президенту. Президент сказал: очень хорошо, ну вот, я посмотрю. Потом он посмотрел, и, как я понимаю, с изменениями своими уже, да, не согласовывая это с нами вообще никак, отправил все это дело дальше в парламент. Мы пытались добиться того, чтобы нам выдали эти документы, но Конституционный суд членам комиссии, которые, ну, как будто бы мы авторы этого всего дела, и нам сказали: нет, вы не имеете права на то, чтобы увидеть, что же прислал ему там президент на изучение. Говоря о слушаниях парламентских, ничего такого не было. Нет, но я думаю, что эта работа по факту свернута, а по факту президент сейчас, ну, имею в виду там дальнейшее развитие событий, он крайне не заинтересован в том, чтобы делиться властью. Но это же проблема не только этого президента, и до этого было, и будущего тоже. Верно, и будущего тоже. А как этот круг замкнутый разомкнуть? Ну, я думаю, что у нас явно не получается. Через выборы на вот обычный такой процесс, когда приходит человек, ну, Рауль Хаджимов вообще мне лично обещал, что он эти реформы проведет. Собственно, когда мне говорят, почему ты так жестко критиковал его, ну, потому что он лично меня обманул. Вот. Ну, так получается, там у него он придумал, конечно, его команда тогда придумали массу всяких историй, почему этого не нужно делать, нельзя. Но, как оказалось, в итоге мы оказались правы, те, кто критиковал его, потому что недавно вот он заявил публично, что нужно было, оказывается, эти реформы проводить. А это, конечно, такой детский немного вопрос. Они для того, чтобы прийти к власти, кандидаты в президент, готовы обещать очень много. Вот мы недавно тоже, буквально пресс-конференция была, представители неправительственного сектора, и они показывали одно из предвыборных, даже не этих выборов, а до этого, о том, как он характеризовал вообще работу неправительственного сектора. Потом приходят они готовы закон об инагентах принять. То есть для того, чтобы прийти к власти, можно обещать все, что угодно. Главное добраться до этого приза, а потом уже делай, что хочешь. Потом можно тебя уйти оттуда, и ты будешь опять об этом сожалеть. Ну и где вот эта ответственность? Почему вот такая наивная схема, когда тебе, как на ярмарке, готовы пообещать все, ты покупаешь это, а потом домой разворачиваешь, и оказывается совсем не то. И опять сидишь, ждешь 4 года, когда следующий подарок можно будет на ярмарке купить. Ну, я думаю, что каждый из этих людей, которые попадают в это президентское кресло, они искренне надеются, ну, хоть часть этих обещаний действительно выполнить. Но потом, приходя во власть, вот рутина их затягивает, я думаю, и реальные проблемы, с которыми они сталкиваются. Ну и прокростовая лужа такое, она сложилась уже годами, десятилетиями. И они попадают в эту систему. Да, и в какой-то момент, значит, оказывается, что большую часть своего срока ты уже отсидел, время быстро пролетело. И тут возникает вопрос, как сохранить эту власть, как сохраниться во власти. Ну, то есть логика событий такая, что в какой-то момент и прошлый президент, позапрошлый, и нынешний, они начинают как бы действовать вот в этой логике, что
я должен здесь остаться. И клянусь мамой, во втором сроке выполнил большинство обещаний. И даже не то, что там клянусь мамой или чем угодно, но смысл в том, что с этого момента уже все. Уже человек не думает о планах, еще о чем-то. Каждый из них пытается найти какие-то способы, как усидеть. Но это же не проблема одного человека, это же огромный айсберг, он вершина этого айсберга. Это большой чиновничий аппарат, который надо содержать и так далее, и так далее. И, кстати говоря, нужно же понимать, что эти люди, они остаются и обслуживают любую власть. Да. То есть удивительным образом эти люди на выборах такие сшибки, они друг друга, значит, что только они друг о друге не говорят, да, мы все это видим. И, кстати говоря, слава Богу, что они что-то должны такое говорить в предвыборный период, а потом мы можем вот сейчас это вспомнить. Это плюсы как бы вот этой системы, которая не позволяет чиновнику молча прийти к власти. Он должен что-то если говорить. они, как вот хотели принять закон о клевете, то очень многих вещей просто нельзя будет даже из прошлого показывать. Да, это такой ноу-хау этого президента. Никто как бы в этом направлении не думал, не смотрел, но это еще и внешний такой как бы тренд. Навязанный. Он как бы пытается оседлать. Вот это интересный вопрос, кстати говоря, по поводу того, зачем это нужно и какого результата. Опять же, в этой логике я хочу сохранить власть. Вот давай мы попытаемся залезть в голову Аслана Бжани, да, например, нынешнего президента. Стать Джоном Малковичем. Да, совершенно верно. И вот мы давай порассуждаем с его позиции. И вот он думает, сейчас я приму этот закон, я создам такой репрессивный закон, который позволит мне, значит, заткнуть рты неугодных, да, людей, которые меня критикуют и которые мне напоминают, что вот я не выполнил то-то, я не делаю неправильно то-то, не нужно делать это. Оппоненты власти. Предвыборный период очень нужная вещь, конечно. Нет, по этой логике. Да, по этой логике это как раз хлеб оппозиционного политика, как любой, кто критикует прошлую власть, это были его как бы ближайшие друзья. И сейчас вот мы смотрим на это все. Мы понимаем, что этот закон, конечно, принимается не для того, чтобы ограничить там тлетворное влияние каких-то иностранных организаций, потому что, на минуточку, в нашей Конституции прописано, что внешнюю и внутреннюю политику страны определяет президент, всенародно избранный. И ничто не мешает ему, то есть это минутное дело на самом деле, запретить деятельность какой-то организации. Вот недавно, скажем, я видел кадры, где президент пришел, и он рассказывал нам, что с 2007 года запрещена деятельность в России USAID, да, Американского агентства по развитию, но это по сути подразделение Госдепа США. Это действительно такая аффилированная с государством американским структура, и ее деятельность действительно запрещена. А у меня вопрос возникает, собственно, кому этот посыл? То есть президент Бжани обращается к председателю службы безопасности, самому себе в прошлом, и говорит, чего ты в то время ничего не сделал, не пошевелился, чтобы запретить деятельность этой вредной организации, или хотя бы попытку сделать. А что ему мешает сейчас, когда он уже президент, это сделать, если ты хочешь что-то запретить? А зачем ты приходишь вообще куда-то и, значит, показываешь нам этот листок, распечатанный, как удивительно оказалось, из Википедии, то есть такая глубокая аналитика, понимаешь, глубокая абхазская аналитика, да, государственная. Кстати говоря, ее тоже хотят запретить, Википедию кое-где, поэтому скоро этим тоже пользоваться нельзя. И это фактически, получается, что ты пользуешься тоже таким источником, как бы, если в этой убогой логике как бы развивать эту тему, так подпиши указ и все. Дружище, то есть не нужно по этому поводу много разглагольствовать и объяснять обществу какой-то ужас. Если ты видишь, что это ужас, запрети.
Вот и точка. Но это же так не работает. Нужно создать образ как бы вот такого влияния. Нужно маркировать всех людей как бы как иноагентами, или там, если сталинские времена вспомним, это враги народа. Да? То есть ты должен этих людей заклеймить. Предвыборная логика, правильно? В основе всего лежит. Но это ты ее сейчас закладываешь, а завтра ты можешь опять в оппозиции оказаться, и она будет против тебя работать. Вот эту мысль, недавно общаясь с провластными ребятами, я как раз им, ты прямо зришь корень, я им как раз говорю: вот, ребята, смотрите, абхазское телевидение, да, власти меняются у нас, каждый раз это как такое вот знамя передается, и вчера, скажем, они славили Хаджимба и одну пропаганду, да, вот, провластную. Сегодня это тоже провластная пропаганда, просто власть поменялась, да, и у вас есть такой инструмент. Но этот инструмент, ну что, это инструмент такой пропаганды, который, ну, с годами он все меньше и меньше. Это, безусловно, зло. Нас это, ну, меня лично это никогда, я знаю, тебя не устраивает нас это. Но при этом какие издержки? Ну да, нет там журналистики, есть много всяких таких вещей нехороших. А теперь мы создаем репрессивный аппарат, предположим. Потому что когда мы говорим об этом законе об иноагентах, опять же, который не регулирует и не запрещает, скажем, открытым образом деятельность международных организаций. Да? Потому что для того, чтобы запретить, как мы уже выяснили, нужно просто указ президенту подписать, ему никто не мешает это сделать, это минутное дело. Когда вы этот инструмент создаете, вы смотрите вокруг и думаете, а кто же будет реально идти и арестовывать, там, прессовать людей, потому что, ну, репрессивный закон без работающего механизма, ну, это ничто, это Филькина грамота, да, это никому не нужно. И по этой же логике, да, появляется вот это соглашение на горизонте с Росгвардией, да, которое привозит сюда господин Киут, нынешний министр внутренних дел, где удивительные вещи мы обнаруживаем, в том числе связанные с оборотом оружия, на минуточку. Страна, которая, ну, как бы, ее безопасность зависит от резервистов. То, что в каждом доме у нас есть оружие, да, и то, что у нас есть резервисты, это то, что хранит нашу страну. То, что да, страна, да, след существует, да, тоже. Да, понимаешь? Прямое следствие. Да. И, соответственно, мы вот эти вещи находим. Конечно, туда вот к нему пришли, и мне рассказывали этот разговор с министром. Пришли люди и от власти, и от оппозиции, отовсюду. Они сказали: ну вы вообще что? Вы вообще понимаете, куда вы нас тащите? А это логика такая. То есть если ты такой закон принимаешь, всегда обязательным образом они будут искать возможность найти этот репрессивный реализация механизм. этого закона. Местные силовики не пойдут своих родственников и так далее, понимаешь, винтить, крутить за какой-нибудь репост или за какие-нибудь другие вот, это ситуация гражданской войны, да, конечно. Это да, никто, никто этого не может позволить сделать, но можно попытаться, как это сегодня делает. Ну да, понятно, что это не может один Киут самостоятельно такую инициативу как бы проявить и не понимать последствий. Но у меня вопрос, честно говоря, я бы ставил вопрос об отставке этого министра. Как бы там ни было, понятно, что это дело было согласовано и было инициировано президентом. И это очень тревожный звоночек. И вот вы значит, приведете сюда эту внешнюю силу, которая будет как бы репрессировать людей. А я задаю вопрос вот этим ребятам провластным. Я спрашиваю: а вы уверены, что Аслан Бжания, например, ну, предположим, у него есть 2 срока, да, там 5 лет, вот скоро закончится, и, предположим, он будет переизбран по Конституции. А вы уверены, что в этой логике он будет сидеть на этом посту там 20-30 лет? А у нас говорят, 2 срока никто до конца не досидел, собственно. Не, ну давай предположим, что у него есть, да, вот возможность выиграть и просидеть 10 лет, ну максимум.
Что дальше? Дальше вы создадите этот репрессивный аппарат, и придут другие люди. И точно так же, как с телевидением, которое вы передаете, да, ну, каждая власть его под себя, значит, окучивает, пару человек убрали, пару добавили, и вот, пожалуйста, у тебя рупор власти. А здесь будет репрессивный механизм такой, который завтра будет направлен уже против вас, ребята. И это не просто слова, это не просто пропаганда какая-то, да? Но ситуация откатилась. Да. Опять же, я не знаю, благоразумие, наверное, хватило этого. Она откатилась на время. Может быть, согласен. Но ситуация принципиально не решена. Конечно, она не решена. И я думаю, что, понимаешь, когда ты начинаешь, если на стене висит ружье, рано или поздно выстрелит. да, это как бы логика драматургии, да. И если ты это ружье туда вешаешь, не сомневайся, что оно выстрелит. И ты никуда от этого не денешься. И тогда получается, но это не самая большая проблема, то, что вы создадите этот репрессивный механизм, да, из силовиков, там, из другого государства, который будет вам помогать здесь затыкать это неугодным. Но когда это все эффективно начнет работать, в какой-то момент люди, которые действительно являются, действительно, это их механизм, они вам его просто передадут, например. Предположим, что вы что-то такое творили в нашей стране. А в какой-то момент они могут сказать себе: слушайте, мы и так прекрасно, эффективно решаем вопросы. Зачем нам нужны эти местные бузатеры? Для чего? И это неминуемо, тоже я уверен в этом, что это неминуемо случится. Изобретатель гильотины, где закончил жизнь, тоже на гильотине. Совершенно верно. И это, опять же, тоже исторически можно много где проследить. И тогда, получается, эти ребята приуныли. Понимаешь? Я им говорю, вы можете, конечно, это продавить тоже. Но завтра, когда вас будут прессовать за то, что вы будете критиковать другую какую-то власть, не жалуйтесь на это. Алхас, о чем это еще говорит? О том, что достаточно молодые люди, в политике даже кто-то есть, не молодые люди, неважно что, но вот этот горизонт планирования, он очень, под себя любимого, конечно, заточен, а с точки зрения там горизонта для государства, он тупиковый просто. Вот даже вот такая двухходовку ты объяснил, и ты их в тупик загнал. Но это говорит о том, что элита у нас, если и сложилась, то она не элита, в национальном смысле, я имею в виду, для государства. Надо это менять как-то. Вот есть такие уже идеи, и там, я отчасти тоже ее пытаюсь как-то лоббировать, о том, что нам нужна пауза в президентских выборах, и сделать какой-то, даже то, что вы наработали в комиссии, это надо обсудить, и как-то эту законодательную базу подвести, но надо что-то менять. Потому что при этой системе, что бы ты ни придумал, какие бы ты реформы ни придумал, президенту не понравится, Конституционный суд скажет, что это тоже неконституционно, и все. То есть Конституция сама себя не будет менять, она для того и заточена, чтобы не менялась. Но там в той же Франции, там Пятая республика, потому что каждый раз меняли Конституции. Может, есть смысл во Второй республике Абхазской уже создавать, я имею в виду по такому типу, мы должны с новой Конституцией. Да, мы должны быть готовы к этому, и должен быть консенсус основных политических игроков. Потому что без этого это колесо провернуть невозможно. И ты правильно совершенно говоришь, если менять систему, она должна поменяться таким образом, чтобы мы получили новое качество. Потому что, реформа ради реформ – это как бы не дело. И, кстати говоря, тот материал, который был наработан в нашей этой комиссии, которая создана была, напомню, нашим зрителям, вашим зрителям, Асланом Жане, нынешним президентом. Там помимо конституционной реформы, то есть логика того, что там прописано, я могу сразу сказать, что для меня это был большой компромисс, согласиться именно с такой формулой, да, конституционной реформы. Но там логика была такая, что обязательно должна быть проведена административная реформа также.
Да, административная реформа – это когда мы убираем многие параллельно существующие структуры, там это Кабмин, администрация президента и так далее. Да, когда мы делаем наш госаппарат намного более емким и эффективным, да, добиваемся вот этого эффекта. И это очень ценная вещь, да, которая обязательно, неминуемо должна была стоять за теми конституционными изменениями, которые вот мы предложили. Потому что там, сказав одно, ты не можешь... Ну, это и выборов парламента, наверное, тоже надо будет коснуться. И выборы, да. Мы не трогали эту тему, но, опять же, это тоже вопрос как бы консенсусного решения. Да. Может быть, кто-то будет недоволен, но основные игроки должны договориться. А ты видишь вот эту вероятность договора? Ты видишь вот потенциал такой договорной, интеллектуальный, патриотический, я не знаю, какой еще угодно? К сожалению, я не вижу. То есть и в оппозиции есть проблема, там тоже кризис жанра, так же, как и во власти. И я с этим согласен. В оппозиции, мне кажется, оппозиции нужно более четко формулировать собственную свою повестку. Понимаешь? То есть они каждый... Ну, то есть если ты реагируешь на чужую повестку и не предлагаешь... В чем ценность оппозиции для меня, вот, например, в государстве? Это то, что эти люди предлагают альтернативу. Новую картину мира. Ну, а не реставрацию того, что есть пусть сейчас. Даже не новую, не во всем новую, но все же, да, должна быть проговорена какая-то альтернатива. Она должна быть понятна людям. Нужно как бы понять нам, что предлагает другой, да, политический игрок на этом поле. Если власть предлагает, там, скажем, апартаменты, вам они не нравятся, что взамен? Если, например, ну, я думаю, что кроме этого, да, это вопрос еще глобальной перестройки, скажем, госаппарата нашего, который мы фактически содержим за деньги, которые нам присылают из Российской Федерации во многом. Понимаешь? Это заканчивается, да. И может вообще закончиться. Так уже нам уже, когда мы ставили этот вопрос, там, скажем, 10 лет назад, да, когда это только обозначалось, нам говорили, ребят, вообще вы чё? А мы говорили, а представьте, что когда-нибудь это все будет сокращаться неминуемо, а возможно и вообще прекратится. Я уже не говорю про то, что надо с учетом инфляции пенсии добавлять. Их, во-первых, советские пенсии, люди, носители советской пенсии, они потихоньку, к сожалению, уходят из жизни. Да. И мы остаемся с пенсиями, там сколько, 2,5 или там до 5 тысяч. Ну, в этой логике, понимаешь, получается, что вот госаппарат, он же не производит никакой продукт. Он не производит никакой продукт. И он заинтересован в том, чтобы вот сидеть на этой игле. Но это вот такой вот наркоман. Это паразитическая логика. Но она логика просто наркомана. Организм высосет, и ему негде будет жить тоже. Да, но, понимаешь, он об этом не думает. Для страны эта проблема какая? В том, что эти люди, вот бизнесмен какой-нибудь, он производит продукт. Понимаешь, то есть интеллектуальный, такой-сякой. Ну, давай вспомним вот кейс, например, компании «Прекрасные винные воды Абхазии», которая сейчас фактически приостановила свою деятельность. Почему? Потому что в такие условия поставили эту компанию, что она не может работать. То есть режем курицу, которая несет золотые яйца. То есть эта компания, да, и вот это вот такая убогая логика, которая не стимулирует развитие бизнеса, вот этой самой, чтобы у нас появилась и вторая, и третья, и 10-я, 20-я, 100-я курочка, которая будет нести. Нет. Мы должны здесь и сейчас зарезать вот эту. Мы не будем думать о том, что она будет нам яички приносить. А из нее цыплята и новые куры вырастут. Это длинная работа. Да, а нам нужно прямо здесь и сейчас ее взять и закучмачить и съесть. До обеда миллион заработать, а там уже как Все. Получится. Это как бы вот логика временщика. В течение многих лет, ну скажем честно так, я не хочу всех обижать, конечно, это не всех касается нас, отрицательный отбор людей, которые идут в политику, происходит. Как туда сделать возможность, чтобы туда приходили люди с другим мышлением, с другим образованием,
Мне кажется, только в создании партии. А я тебе условиях сейчас, партии, а я тебе скажу такую, может быть, Говори любую крамольную мысль. странную мысль, да. Но я тебе скажу так, что вот этим законом об иноагентах эти ребята, Провоцируют. они провоцируют людей, которые не хотели. Вот, понимаешь, для меня вот это поход в политику, вот эта борьба за власть, это вот прям, ну, совсем вот неорганично, это не мое. И я тебе скажу больше. Не только они твои, извини, я полно и друзей, и знакомых знаю, которых вот знают этих депутатов, они больше одного срока просто как черт от лада набежали оттуда. Да, Они ну, хотят я там то же самое, когда мне сказали, будешь... И полно людей, которые там по 2, по 3 срока сидят, и все их И устраивает. вот сейчас они толкают всех этих людей, которые не мешали им эту поляну занимать, они толкают именно в это поле. Это удивительно, но я прямо вижу, как вот эти инициативы... Концентрация происходит. Конечно, люди, которые, вообще говоря, не боролись за власть, сейчас будут примыкать все больше, и они понимают, что ну, вот политика невозможно ничем больше заниматься, да? Не, политика достанет до всех, конечно. Это несомненно, да. и мы это увидели. Это вопрос роста тоже, конечно. Мы как государство очень молодое, и мыслили как государство мы, скажем честно, тоже не так давно, как другие страны. Да те, которые так мыслили, у них тоже кризис есть. В той же Армении, сейчас в Прибалтике везде есть кризис. Да возьми Соединенные Штаты. Да, и Вот Соединенные тебе, пожалуйста, Штаты, да. кризис. Надо постоянно, Возьми Европу, да, постоянно, кризис. да, модернизировать себя Конечно, нужно, и но всегда, соответствовать времени, всегда конечно. есть современные вызовы, которых ты не можешь просчитать там 50 или 20 или даже 10 лет назад. Так, тем более сейчас так динамично развивается все. Имея в виду крошечный вот масштаб Абхазии и то, что вокруг происходит, да, ну, конечно, мы должны постоянно держать руку на пульсе. Вот тебе, пожалуйста, пример. То есть, когда вот эта инициатива, эти люди фактически создали условия, но должен тебе сказать, что появляются новые люди, да, появляются, вот появилось для меня лично, да, очень знаковое событие, это появление вот этого движения Харах Пицунда, да. Там до этого было Харахакалык, там еще какие-то. У нас есть прекрасные, хорошие молодые ребята, специалисты, профессионалы, люди, которые очень по-современному мыслят. Ну, модераторов не хватает, наверное. Конечно. Не хватает, конечно, но у нас и не хватает возможности, да, у нас нет никакой возможности на этой поляне, вот на которой играет вот этот госаппарат, да, там все занято. Понимаешь, то есть эти ребята, они все под себя подминают. Ну, параллельную вселенную создали себе, которая Совершенно верно. или выживет их, или... И вот это, да, это вопрос вопросов для нас. Как можно сделать так? Я лично считаю, что в какой-то момент нам нужно просто зафиксировать, что мы ни одного больше чиновничьего места не добавим в нашей стране. И дальше, когда эти люди, вот, чтобы это было безболезненно, я опять же не хочу обижать людей, которые, то есть мы сейчас вот как бы рассуждаем, на самом деле много прекрасных людей, патриотов страны и так далее. Но есть, конечно, коррумпированная часть чиновничества, но это же не все тотальные люди, Нет, далеко там не полно работы каждодневной, безусловно, необходимой, да. ее выполняют конкретные люди. Да, нужно понимать, что мы как бы, ну, мое мнение такое, что как раз нужно нам создать, переформатировать это дело и сделать так, чтобы этот госаппарат был эффективным, современным. И мы радовались тому, что вот эти люди делают. Сегодня больше огорчений, да? Но не во всех сферах, конечно. То есть не нужно как бы все мазать черной краской или белой краской. Ну, я тебе скажу такую еще вещь, что тут, мне кажется, на нескольких позициях надо работать. Я имею в виду, что нужно и общаться, вот как ты говорил, с кем-то из представителей там, власти или сторонников нынешней власти. Надо с ними говорить, надо вообще, горизонты и говорить нужно. И ты знаешь, меня очень как бы беспокоит вот этот момент того, что мы вот постоянно кого-то отменяем. Мне это совсем не близко.
То есть эмоционально, я понимаю, там у людей может быть там какая-то первая реакция, там, ну вот принято это соглашение там по Пицунде. Ну, как бы клеймить весь парламент, я считаю, это неправильно. Нет, конечно. Да, то есть понятное дело, что там были сложные конструкции, сложные переговоры. Как ни относись, мне это совсем не близко. Я, конечно, не считаю нормальным там в 6 утра принимать такие, такие решения парламенту. Это не годится никуда. Но вот смотри сейчас в проброс, как они поняли, что их подставили, да, депутаты. Ну, будь ты провластным, не провластным, ты живешь в маленьком абхазском обществе, ты никуда не денешься. Ты ходишь на похороны, на свадьбы, ты выходишь в город. Прямую демократию, на слава богу, тоже никто не отменял. Угрозы, я имею в виду, прямой демократии. У нас вообще, ну, как бы по современным меркам Абхазия может быть таким идеальным современным полисом. Вот если всю Абхазию взять, это то, что там древние греки называли идеальным там древнегреческим полисом, да, город. А Абхазия, ну, у нас очень такая компактная, маленькая страна, можно сказать, крошечная. Сейчас тракизмами у нас все в порядке. Да, совершенно верно, да. Ну вот нужно как бы, конечно, мы разговариваем с этими людьми, но вот сейчас они принимают это решение. Явно видно, что им тоже очень не понравилось то, что с ними сделали. То, что как вот исполнительная власть в лице президента, прежде всего, да, фактически подставила их. Ну, и судя по тому, что говорят, что есть какая-то нота от МИДа России, что решение не решилось тоже до конца. Это хороший вопрос. Я вообще представляю лица там нашего бедного президента и министра иностранных дел, который тоже, значит, прям вот активнейшим образом продвигал это дело, когда эта нота пришла. Оказывается, мы не такие дурачки оказались. Вот те, кто критиковали это дело и говорили, что там могут быть такие опасности, да, оказывается, никому это соглашение не нужно, если нет возможности передавать третьим лицам. А как это трактовать? И это тоже хороший вопрос, что депутаты уже видели эту ноту, но обществу эту ноту не показывают. Понимаешь? Ну, потом мы тоже говорим про Россию как про что-то единое. Я уверен, она тоже, когда там ссылается на президента Путина, я тоже не всегда в этом уверен, что он вообще вопросы Пицунской дачи как-то его волнует. Однозначно. Я тоже думаю, что у человека есть намного более масштабные, то есть, ну, это в принципе немыслимо, чтобы вот человек погружался в такие детали. Президент самой огромной страны по территории. Это, конечно, да, и не последний по влиянию. Да, нонсенс. Да. Нам надо как-то завершать. Я рад, что ты у нас, во-первых, в студии появился, и теперь буду тебя часто сюда приглашать, если ты не против. Мы уже тут наметили, о чем будем следующую говорить. И я думаю, что год очень сложный будет. Он уже сложный, как в известном меме говорят, еще только марта, а я уже устал от этого года, как говорится. Но год получился уже сложным, как говорится. Но я надеюсь, что вот ты правильно про парламент сказал. Это хорошие уроки для нас, и для президента, и для парламента. Что есть вещи, которые надо не обманывать друг друга делать. Потому что лукавство для такой маленькой страны, в такой сложной ситуации, в контексте таком сложном, оно может закончиться трагедией. Нам нужно быть чуть-чуть умнее, чуть-чуть здравомыслящие и смотреть, и думать за то, что мы оставим детям и внукам своим. И ради чего мы боролись. Мы с тобой ту войну прошли тоже и помним. И нам вдвойне, наверное, и втройне обидно, когда какие-то вещи... Когда мы кого-то потеряли, и родных, и близких, и друзей, ради чего? То есть это цена такая, что мы не имеем права
эту страну потерять. Ну, я думаю, надеюсь, не потеряем. И вот хочу вспомнить вчерашнюю там пресс-конференцию, там тоже вспоминали и советский период наши друзья, и то, как это все вот национально-освободительное движение, даже в сталинские времена, да, находились абхазы, которые возвышали голос, известные письма, и потом дальше по цепочке там 60-е, 70-е и уже 80-е, когда уже там мы застали эти вещи. И эта эстафета, вот сегодня уже еще более молодые ребята с таким хорошим стержнем, я смотрю, да, мне, например, у меня отлегло, да, вот когда вот появились эти молодые ребята, они несут эту эстафету, потому что нам рассказывали об этом. Вот мне мама когда рассказывала, что там еще при Сталине там вот эти письма писали, и мы подпитывались этим. Может быть, там, будучи молодыми, мы особо как-то не осознавали всего масштаба, да, и вот всех этих поступков, но это в нас было. И это вот такая живая нить через поколение, которая передается. Кто сегодня вспомнит тех людей, которые гнобили, которые доносы. Ну, может, их надо было тоже вспоминать, чтобы не повторялось. Ну, вообще их помнят, но их имена никто... Да. Да, это абхазская традиция. Да, совершенно и верно. то, что ты говоришь, это не просто подвиги такие, это модель выживания для общества. Это модель выживания, но кто-то обязательно, значит, эту эстафету принимал, да, и брал. Миссию, да. И всегда было много людей, которые говорили, ну что вы бузите, ну что вы это, ну что вы то. Но я уверяю тебя, что через 20-30 лет все забудут хулителей вот этой Харахпицунда. А эти ребята, они уже в историю Абхазии свои имена вписали. Да. Спасибо. Спасибо, очень сложный, очень интересный, может, даже длинный был разговор, но я хочу, чтобы он максимально попал в эфир, и ждем тебя еще раз. Спасибо. Спасибо.